Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Гаремные гадания из Турции для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Мои дорогие, огромное вам спасибо за ваши лайки и за ваши добрые комментарии. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Череда событий, которую запустит эта весна. Давайте, мои дорогие, посмотрим, какие изменения принесет вам весна. Посмотрите, пожалуйста, на песочек. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Череда событий, которую запустит эта весна. Чего ждать, к чему готовиться. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и донести для вас самую важную и самую полезную, нужную информацию. Итак, давайте же посмотрим, какая череда событий будет запущена этой весной. Послушайте, здесь однозначно, во-первых, будет очень много интересных встреч, новые встречи, интересные знакомства, путешествия, дороги. Люди, я вижу очень много людей и вижу у вас много шансов. Вам будет даровано очень много возможностей и шансов на эту весну. Очень важно для вас не пропустить эти все шансы и эти возможности. Здесь, серьезно говоря, я не знаю, где вы будете находиться, но я вижу людей. Много-много людей, которые к вам стремятся, которые к вам спешат. Спешат они по разным обстоятельствам, с разными целями. Но, тем не менее, я вижу, что у вас, не знаю, удача с вами. Вы верите в себя, верите в свои силы, верите в свои возможности. Я вижу, вот честно, на весну у вас очень много, не знаю, поездки, путешествия, какие-то вот события, такие хорошие события. И ладно, сначала одно расскажу, потом другое. Смотрите, вот что касается поездок. Вот у вас ботинок такой, да, даже не ботинок, я бы сказала, сапог. Это какая-то дальняя поездка, ближе будет к началу лета. И эта поездка, она просто какая-то, сумасшедшая, судьбоносная, и она действительно может поменять и вашу жизнь, и вашу судьбу. Здесь, кстати, может у кого-то отыграться такая вот прям ситуация, когда в вашей жизни есть человек, который вас обижает, который ведет себя, скажем так, непотребно, которому вы не можете в силу обстоятельств противостоять. Так бывает. Да, вот это может быть и, например, муж ваш, да, жена, либо там даже родители могут иногда вести себя не совсем, скажем так, как нам бы хотелось. И я вижу, что благодаря тому, что состоится эта дорога, либо эта поездка, либо вы себе наберете сил, что вы уйдете. Я просто вижу, что этот человек, вот он здесь стоит в горизонте, и он как будто бы, во-первых, с претензией к вам, во-вторых, как будто бы он вас пытается на другой путь все время толкать, вести, может даже принуждает вас к какому-то другому пути. И в руках у него, скажем, такой предмет, он больше похож на нож, на меч, как будто бы он вас этим мечом колет. И смотрите, у вас вот этот ботинок, он прям на этот меч становится, да, вот носком он становится и давит его вниз. То есть вы вырветесь этой весной из-под гнета чьего-то человека, не знаю, близкий это ваш человек, родной ли это ваш человек. Кто-то вас где-то ущемлял и угнетал. Может быть, это руководитель ваш на работе, да. Вот человек, который к вам плохо относился, потому что я вижу, что это человек значимый для вас, он большой. Да, вот если посмотреть его размер, он действительно большой, это значит, он очень сильно на вас влияет. И вы вот прям переживаете из-за этого очень сильно. Но вот вы вырываетесь, вы куда-то едете, вы переезжаете, уезжаете, и это замечательно. Это, мои дорогие, просто замечательно, это сказка. Смотрите, здесь у вас маленький гриб. Он маленький, да, он не совсем по вертикали, но то, что он выпуклый, то, что он фактурный, мне говорит о том, что это просто знак удачи и счастья, который у вас под ногами. Понимаете, под ногами. Этой весной у вас будет счастье и удача, вы его найдете. Вы обязательно его найдете, вы обязательно его реализуете. Здесь у вас такие, как гуси, я называю, черпачки. Черпачки у вас по нескольким делам. Один у вас полный, второй у вас пустой. То есть
Подумайте о том, что у вас есть какие-то дела, какие у вас действия, что вас беспокоит. Поймите, что на одно дело у вас хватит сил, энергии, возможностей, а второе дело, к сожалению, придется либо отменить, либо отложить. Так, два человека за вашей спиной. Это могут быть ваши дети, может, это ваши близкие. Но, тем не менее, эти два человека, они на вас надеются, они на вас смотрят, и они ждут от вас каких-то конкретных действий и результатов. Еще я вижу человека, который вам оказывает помощь. Вот фактурная, это женщина, у нее в руках у нее, ну, скажем так, для вас идет возможность предложения какого-то дела, дороги, может быть, даже обучения. Вы не должны отказываться, вы должны это принимать и понимать, что это вам во благо. Благодаря этому всему у вас здесь единичечка вышла. Единичечка, она хоть и по горизонту немножечко лежит, но тем не менее она говорит о том, что вы добьетесь очень хорошего результата. Еще человек огненного знака зодиака, берегитесь его, берегитесь, потому что этот человек может какой-то хаос и смятение внести в вашу жизнь, и он тоже появится ближе к лету. Возможно, человек будет вас соблазнять. Знаете, может такой быть. Какой-нибудь харизматичный красавчик ворвется в вашу жизнь и начнет вас соблазнять. Любви, конечно, с ним не получится, но разбить сердечко вы рискуете, понимаете? Если вы можете себя контролировать и просто насладиться, да, общением с этим человеком, тогда, конечно же, все будет и неплохо. Ну, а если вы влюбчивый персонаж, да, то лучше не стоит, потому что этот человек, он нестабильный и он не настроен на серьезные отношения. Это вот из серии «Поматросил и бросил». Так, еще я вижу у вас какой-то неприятный тип, скажем так, да, неприятный тип. Это может быть встреча, либо какое-то случайное знакомство с неприятным человеком. Человек какой-то, не знаю, может, он не вполне в себе, может, не дружит с головой, но как будто бы он с вами ругается и что-то вам там предъявляет, да. Знаете, что эта ситуация, она срежиссированная. Это вообще не касается ни вас, ни этого человека, как будто бы вас травили. Да? Есть всему этому делу режиссер, вот в прямом смысле этого слова. Присмотритесь, присмотритесь. Это человек за спиной, и он гадости делает в вашу сторону. Человек может прикидываться другом, товарищем, каким-то таким, знаете, там, я тебе помогаю, там, мы с тобой братья и сестры, да, на самом деле нет. Человек гнусный предатель, обманщик и манипулятор. Вам очень важно этой весной его обнаружить наконец-таки, потому что я вижу, что человек достаточно долго уже вредит вам. Это прям вредоносный человек. Его нужно обнаружить и обезвредить, да, постараться заблокировать дверь в вашу жизнь от этого человека, потому что человек такой ничтожный. Так, мои дорогие, машина. Я не знаю, машина идет постоянно машина. Может быть, кто-то из вас приобретет машину как раз-таки этой весной, и жизнь ваша поменяется. Совсем другая она станет, да, какие-то другими красками заиграет, вы почувствуете себя вообще совершенно другим человеком. Я вот это все говорю, сама этого не понимаю, потому что я совершенно не водитель, и машину водить я не умею. Я просто передаю вам то, что показывает песок. Я не знаю, насколько машина может поменять жизнь человека, и насколько может там она как-то. Кстати, может быть, это даже не вы приобретете, а ваш близкий человек. Да, муж, например, купит автомобиль, и ваша жизнь очень резко поменяется. Причем в хорошую сторону, понимаете, вот хорошую. Так, еще я вижу у многих очень крепкие любовные отношения начнутся именно этой весной. Вот такие события, понимаете, я вижу знакомство может в самом начале весны, да. Это знакомство, оно будет странным со всех сторон, оно будет странное, и вам будет казаться странным, и вашему партнеру будет казаться странным. А еще я вижу, что вам будет двоим сразу казаться, что между вами очень много различий, что вы вообще люди какие-то с большими различиями, может даже по статусу, может даже по состоянию, по, не знаю, там, национальности, религии. Вот какие-то различия у вас есть, да? Может, вообще в принципе не похожие люди, там, вы беленькая, а он там черненький, либо наоборот. Понимаете, вот такие разные люди, и
вы, я вижу, вы как будто бы играете этими отношениями. Вот какая-то легкость в этих отношениях, и вам, и вашему партнеру кажется, что это все несерьезно, что мы сейчас вот поиграем, да, закончим играться, и каждый выйдет из этой песочницы. На самом деле эти отношения, они только крепче и стабильнее относятся. Вот эта несерьезность, вот эта легкость, она именно и даст тот базис, на котором построятся именно серьезные и стабильные отношения. Вот так вот, мои дорогие. Если вы в семье, в браке, то здесь другая ситуация, когда ну, здесь мужчина начнется очень сильно, так знаете, суетиться, надо что-то делать, надо что-то менять, надо укреплять нашу семью, возможно, там задумает какие-то переезды, какие-то будут планировочки, ремонт, там, не знаю, что-то будет он планировать очень активно. А вы со своей стороны тоже будете вносить свои 5 копеечек, я для женщин говорю, и будете помогать, поддерживать. Здесь вот прям люди соединяются очень крепко, обрастают какими-то крепкими связями, будь вы в паре, будь вы просто вот только познакомились. Очень прям, знаете, вас будут соединять вот со всех сторон, да, вот скреплять. Скрепление идет по всем фронтам. И это замечательно, понимаете, просто замечательно. Так, здесь у вас альфа вышла. Альфа, начало, новое начало, ветер перемен, начало новой жизни, начало новых возможностей. Здесь у вас весной потерь болезненных в вашей жизни не будет. Все потери, которые будут происходить, они будут ну, лекарством, понимаете, это нужно будет пережить, это нужно будет, да, даже не надо ничего переживать. Я вижу, что вы будете вот от потерь радоваться, потому что потери действительно будут такими, что давно запланированные, скажем так, да. Жалеть и жалеть, я вижу, что вы не будете, и это правильно. Здесь именно очищение. Весной, вот я вот смотрю периодически по гаданиям, вот у меня такое чувство, что мои гадания смотрят на определенные люди, которые сейчас в стадии очень сильных перемен, трансформаций жизненных. Вот эта трансформация весной к лету у вас закончится, понимаете? И жизнь ваша заиграет какими-то совершенно новыми прекрасными красками. Здесь ну, не знаю, весна в сердце, весна вокруг, весна в душе. И вы в таком хорошем плавном состоянии переходите в лето, в счастье, в свершение, в достижение. Весна дает вам очень много энергии. Вот эти все перемены, череда перемен, она запустится тем, что вам сверху, свыше, в самом начале месяца прилетит просто, не знаю, какое-то космическое количество невероятной энергии, которая будет давать вам силы, поддерживать вас, вдохновлять вас. Я вижу просто очень активность очень высокая, просто зашкаливает ваша активность. Здесь вы вот прям на коне, так скажу, да, на коне. И вы везде успеваете, вы везде все делаете, у вас получается. Здесь, знаете, еще можете смело просить повышения по работе, повышения. Может быть, сразу не дадут, сразу, может быть, не получится, но вот вы посеете эти зернышки, они обязательно у вас взрастут. То есть все у вас вот прям пойдет как надо. Немножечко попозже, ну, может, к концу весны, началу лета. Вот так вот, мои дорогие. Мне ваш песок очень понравился. Я даже не хочу его нарушать, да, вот, чтобы оно так зафиксировалось, и у вас поскорее все вот это случилось, да, чтобы у вас вот этот ветер перемен весны вот закрутил вас, да, и полностью обновил, принес счастье, радость и все достижения, которые вы себе ставили. Мои дорогие, на этом гадание мое закончено. Спасибо вам за внимание. Всем пока-пока.